Группа Борган, ваши аплодисменты. Дорогие друзья, мы продолжаем церемонию открытия 4-го международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвиш. Перекресток». Кстати, место пересечения дорог символизирует объединение противоположностей. А вот интересно, Евгений, как ты думаешь, что объединяет наших таких разных участников фестиваля? Ну, я думаю, что прежде всего их объединяет стремление выразить свой взгляд на современность языком видео, теле и фотоискусства. Дорогие друзья, теперь мы представим наших участников фестиваля. Под ваши аплодисменты, конечно. Итак, Республику Мордовия представляет Елена Антипкина с фильмом «Не дать исчезнуть». В номинации «Конкурс короткометражных документальных фильмов» «Любитель». Ваши аплодисменты. Встречаем! Вот она появляется на неделе эскалатора. В колоритном национальном костюме. Наши гости из древнеярославской земли Наталья Боровинская, руководитель студии кино и телевидения Центра детей и юношества, представляет фильм Трекиловой Анны «Графическая иллюзия». Фильм принимал участие в фестивале «Весенняя хоккей», Липецк и «Веселая Ларга» в Владивостоке. Галина Лебедева представляет город Ярославль. Фильм Елкиной Татьяны Андреевны «Близкие люди». Фильм принимал участие во втором открытом фестивале любительского кино крупным планом. Встречайте бурными аплодисментами. Участники из Ханты-Мансийского автономного округа. Эльвира Ганеева представляет на нашем фестивале в первый раз в номинации «Конкурс фоторабот». Следующая участница Ирина Чудакова с фильмами «Боль земли», «Югорской» детской художественной школы города Мегион. В номинации «Конкурс короткометражных анимационных фильмов» фильм принимал участие в фестивалях «Жар птица», «Мультсемья», «Мультгерой» и «Кино детям». Встречаем! Можно сказать, постоянный участник фестиваля. Третий раз на нашем фестивале. На этот раз с фильмом «Мужер Корно. Супружеская дорога» в номинации «Конкурс короткометражных документальных фильмов. Любитель». Фильм принимал участие во Всероссийском фестивале по народному творчеству, этнографии и традиционной культуре в Иркутске, Москва. На третьем фестивале «Туйвиш» Ивану Ивановичу был присужден диплом за воплощение темы любви к природе. Следующий наш участник Григорий Малышев представляет славный город Екатеринбург с фильмом «Маленькая Катерина». В номинации «Конкурс короткометражных анимационных фильмов». Фильм принимал участие в 18-м международном телевизионном экологическом фестивале «Спасти и сохранить», а также кинофестивале финно-угорских народов в году и 3-м международном фестивале неигрового кино «Арктика», город Москва. Аплодисменты! Александра Мяханова представляет Республику Бурятия с фильмом «Знакомство с лепсами» в номинации «Конкурс короткометражного этнографического кино». Марина Сирота, руководитель студии «Эксперимент Медиа», представляет город Новосибирск и 4 работы: «Черно-белая легенда», «Письмо в будущее», «С точки зрения кота» и «Фильм «Память». В номинациях «Конкурс короткометражных анимационных фильмов» и «Конкурс социальных, рекламных или музыкальных роликов». Клип. Аплодисменты! Наш следующий участник Юрий Тимофеев первый раз на нашем фестивале и представляет Республику Беларусь с фильмом «Шаги над водой» в номинации «Конкурс короткометражных документальных фильмов «Профессионал». Фильм принимал участие в фестивале «Золотой Витязь», «Берегиня», «Киноассамблея». Екатерина Хаймина представляет Вениамина Тронина в гостях на нашем фестивале уже 3-й раз. Представляет Удмуртскую республику с фильмом «Тетка».
Петербурга в номинации «Конкурс короткометражных документальных фильмов «Профессионал». Фильм – участник многих российских фестивалей и получил второй приз фестиваля «Человек, познающий мир» и 2 приза международного фестиваля «Саратовские страдания». Аплодисменты! Павел Фрычко представляет столицу нашей Родины, Москву, с фильмом «Моление» в номинации «Конкурс короткометражных документальных фильмов «Профессионал». Фильм принимал участие в фестивале видеофильмов «Тверская земля» и в фестивале «От чистого истока». Фильма «Ветераном Победы» представляет Ненецкий автономный округ в номинации «Конкурс социальных рекламных или музыкальных роликов». Встречайте аплодисментами! А наши северные соседи. Ну а самая большая делегация участников фестиваля из Республики Коми. Итак, первый участник Александр Пивкин. Ах, боже мой. Это, скорее всего, очаровательная Ирина Касаткина, которая представляет фильм Марины Горчаковой, посвященный 70-й войне. В номинации «Конкурс короткометражных документальных фильмов «Любитель». Фильм принимал участие в кинофестивале видеофильмов, посвященных 70-летию Победы. Аплодисменты! Ну, аплодисменты также, я думаю, мы адресуем Александру Пивкину, который выбежал следом. Александру представляем в номинации короткометражный документальный фильм «Профессионал» с фильмом «Пиармия». Аплодисменты. Следующая наша участница Ольга Митюшова участвует в фестивале с фильмом «Помним, гордимся» в номинации «Конкурс короткометражных документальных фильмов «Любитель». Встречаем! Игорь Кирушев с фильмом «Курт Айка. Железный свекр» в номинации «Конкурс короткометражных игровых фильмов». От своей компании «Один». Следующий участник Владимир Плотницкий представляет нашу республику в номинации «Конкурс фоторабот». Встречаем аплодисментами, друзья! Ну что ж, хочется и чтобы их работы непременно нашли свою неправковочка. И это продемонстрирует нам наша замечательная музыкальная группа «Борган». Музыканты вживую переозвучат анимационный фильм 1928 года, который называется «Самоедский мальчик». Группа «Борган» и их саундтрек. Да я зацепила ногой. У нее я просто говорю, что она могла упасть просто. Да не надо. Просто меня зацепила эта вещь, я очень упала.
аплодисменты. Ну, а следующий номер нашей программы называется «Волшебный лес». И я бы хотел предварить это выступление именно такими стихами Магура Цукермана. «Сказочный лес» называются стихи. Я так хочу сбежать от суеты, от дум своих и непонятных мыслей. Туда, где дни бескрайни и чисты, где пахнет мхом и мокрым грибницей, где под резным шатром густой листвы деревья обнимаются, как братья. Их корни так надежно сплетены. Что не страшны им буря и ненастье. Остаться тут, забыться, заплутать. С лучом последним вправо спать ложиться, зарей румяной радостно вставать, стать частью леса, нимфой обратиться. Вот я, кстати, сейчас чуть не обратилась в нимфу, Евгений, но все-таки я попрошу тебя не обращаться в нимфу, иначе ты сможешь пропустить самое интересное. А именно выступление потрясающего коллектива. Это театр огненных и цирковых искусств Power of Fire. Руководитель Елизавета Милюкова. Артисты представляют вам композицию, которая называется «Волшебный лес».
появился символ нашего фестиваля. Хочется пригласить сюда сопредседателя оргкомитета фестиваля, директора комик-киновидеопроката, почетного кинематографиста России, члена Союза кинематографистов Виталия Геннадьевича Лифлянского. Добрый вечер, уважаемые секретарцы, дорогие наши участники, гости. Как известно, дерево – это символ сотрудничества и объединения. И мы очень надеемся, что под кроной этого дерева еще многие-многие годы будут собираться замечательные, интересные художники, фотохудожники, кинохудожники и просто люди, которые преданы своему делу, своему искусству. Мне хочется очень сильно поблагодарить создателя этого дерева, так сказать, того, кто, как это лучше сказать, немножко волнуюсь, тот, кто смог своей фантазией, своей богатой фантазией вот, придумать такое дерево. Это Ирина Иосифовна Косилова. Пожалуйста, Ирина Иосифовна. Именно Ирина Иосифовна придумала вот такой образ нашего дерева, а воплотил его уже, так сказать, конкретное создание Владимир Каракчиев, мастер по железу, художник по железу. На этом дереве вы видите несколько таких листочков, кадриков. Это кадры с именами в конкурсе «Туйвеш», в первых 3 конкурсах, и кто стал победителем. Я думаю, что через какое-то время здесь будет гораздо больше таких листочков, кадриков. И мне бы хотелось от всей души поблагодарить также всех, кто помогал нам. У нас было очень непростое время, этот месяц, октябрь. Уже сказала Марина Николаевна, что мы только что провели фестиваль «Сталкер» в Сыктывкаре, и сразу за ним Туйвеш. Это непросто, поэтому мы немножко, может быть, сейчас такие все напряженные. Но мне бы очень хотелось поблагодарить всех, кто нам помогал. Это прежде всего, конечно, хозяев этого замечательного Рублева Синема. Это прежде всего наших соорганизаторов из Федерального финно-угорского центра. И, конечно, самый значительный вклад внесли в организацию этого праздника мои коллеги, сотрудники нашего комик-кино-видеопроката, комик-кино. Низкий всем поклон и надеюсь, что этот фестиваль пройдет так же успешно, не то слово, а также духовно, душевно, так же интересно, так же творчески, как проходили предыдущие, а может быть даже и лучше. Мы всех приглашаем на просмотры, которые состоятся в Центре культурных инициатив, которым мы тоже бесконечно благодарны. Все фестивали, которые мы организовываем, 2, 3 и 4, все просмотры проходят именно в этом замечательном учреждении. Мы очень благодарны тем, кто нам... Буртуй! Someday
одно маленькое дополнение. Только напряжение и волнение, так сказать, стали следствием того, что я не сказал о наших замечательных друзьях, о Центре досуга и кино «Октябрь», которым мы бесконечно тоже благодарны за все, что они сделали. Спасибо этому замечательному ансамблю. Без вас такого праздника бы не было. Ну и, конечно, Жене и Ирине спасибо. Ради Бога, если кого-то не упомянул, простите, просто волнуете. Спасибо. Спасибо также нашим зрителям, которые также нас сегодня поддерживают. В добрый путь. До встречи на наших показах. До свидания.